Исем Дуслар, меня зовут Алсу, это канал о татарском языке. Сегодня у нас супер полезное видео, топ 100 слов татарского языка. Данное видео будет полезно для начинающих свой путь в татарском языке, а также для школьников, потому что, обучаясь в школе, вам необходимо знать какой-то объем слов для того, чтобы писать сочинения, пересказывать тексты, составлять предложения. Поэтому смотрите, и мы начинаем. Тема «Исәнләшү һәм саубуллашу» – приветствие и прощание. Сәлам – привет. Исәммесез – здравствуйте. Хәйрле иртә – доброе утро. Хәйрле көн – добрый день. Хәйрле кич – добрый вечер. Саубул – пока. Саубулыгыз – уже обращение на «вы». До свидания. Рахмет – многие знают, спасибо. Зинхар – пожалуйста. Но небольшая оговорка. Слово «зинхар» — это очень формальное слово. Зачастую оно звучит именно в документах. На самом деле более разговорный вариант — это будет просто приставка, такое слово «эле». Это будет слово «эле». Например, дай-ка, бир эле. Садись-ка, садись, пожалуйста. Утыр эле. Гафуйтыгыз, извините. Саннар, числа. Посчитаем до 10. Бер, ике, өч, дүрт, биш. 6, 7, 8, 9, 10. Кешеләр һәм гаилә, люди и семья. Мин, син, ул, без, сез, алар, а также слова эти папа, эни мама, абы старший брат, апа старшая сестра, а вы для наших младших братьев и сестер уже есть другие слова. Эне младший брат и сенгель младшая сестра. Дус это друг, хатын жена, ир – это муж, бала – ребенок. Но, друзья, конечно, никто не отменял тему принадлежности в татарском языке относительно людей и предметов, поэтому, если вы хотите составлять предложение, что что-то моя жена, то все-таки говорят хатаном, и мой муж – это будет все-таки ирем. Если вы хотите рассмотреть эту тему более подробно, то ожидайте видеоролик на канале. Сейфатлар – прилагательные. Зур – большой, кешкене – маленький. Обратите внимание, что букву Ч мы читаем как Щ, кишкине. Яхше – хороший. Яман – плохой. Сюда также я хотела бы через запятую написать слово нашар. Также используется. Матур – красивый. Яна – новый. Иске – старый. Кайнар – горячий. Салкан – холодный. Тамбле – вкусный. Ризык – еда. Ит – мясо, балык – рыба, икмек – это хлеб, но опять-таки данное слово в зависимости от региона может немножко изменяться, и такие вариации как ипи, ипей, эпей, все допустимо. Это все означает хлеб. Сет – молоко, ямарка – яйцо, ешельше – овощи, жмыш – это фрукт, чай – это будет чай. Кофе могут говорить как кофе, на самом деле так равнозначно могут использовать слово кахве. Это уже немножко на турецкий лад. Су – вода. Вакат – время. Буген – сегодня. Кища – это вчера. Иртеге – завтра. Ирте, көн, киш, тен – это времена суток. Ел – год. Ай – месяц. Атна – неделя. Сагат – это час. Ну и, кстати, опять-таки, час и часы. Те самые часы, которые мы носим на руке, или у нас есть на стене, это все сагат. Минута будет минут. Хазер – это сейчас. Санг – это поздно. Различные места. Уран – эй – дом. Бульме – комната. Шахар – город. Авул – деревня. Урам – улица. Эш – работа. Мектеп – школа. Кибет – магазин. Кафе – так и будет кафе. И парк также будет парк. Друзья, на эту тему актуально будет посмотреть видеоролик, в котором я объясняю, как же сказать в парке, в школе, на работе и дома. Если у вас есть желание, то вы можете написать мне, и вы можете приобрести этот видеоурок. Он очень понятный и доступный для всех. Табигат – природа. Куяш – ай, солнце и луна. Йылдыз – звезда. Жир – земля. Су – вода, она только что звучала также в категории еда. Ут – огонь. Хауа – воздух, агач – дерево, чечек – цветок и таш – камень. Ну и крайние глаголы.
топ основных глаголов, которые понадобятся вам для общения. Мин булам – бываю. Мин эйтем – я говорю. Мин барам – я иду. Мин эшлим – работаю или что-то делаю. Мин уким также имеет два перевода – читаю или учусь. Мин язам – я пишу. Мин карим – смотрю. Мин тенглим – слушаю. Мин ашим – я ем. И мин эшем – я пью. Таким образом, сегодня мы рассмотрели топ-100 основных слов. Но как убедиться, что вы произносите эти слова правильно? С кем можно в паре попрактиковать произношение и составление предложений данных слов? Друзья, в таком случае я оставляю свой номер телефона на экране. На него прикреплены WhatsApp и Telegram. Приглашаю всех желающих на обучение татарскому языку. Сейчас доступны два варианта. Это онлайн-уроки со мной, где мы связываемся с вами в онлайн-уроке. Это может быть индивидуально или в небольших парах. И работаем над всеми необходимыми для вас темами. Или записанный готовый видеокурс, по которому вы можете работать самостоятельно. Всех жду!